Чтобы понять, что такое альтернативная энергетика, надо взглянуть на традиционную. Сегодня большую часть энергии мы производим. Первое. На теплостанциях, сжигая уголь, природный газ, нефтепродукты, горючий сланец или торф. Все это невосполнимые природные ресурсы, а их добыча и использование наносит огромный вред окружающей среде. Второе. На атомных станциях, где в качестве топлива применяется уран. Минусы – радиоактивные отходы и тяжелейшие последствия аварий. Третье. На гидроэлектростанциях, используя энергию воды. Традиционные ГЭС – это сооружения в виде плотины, которые перекрывают реку и направляют поток на лопасти турбины. Недостатки – образуются огромные водохранилища, что нарушает экологический баланс региона. Соответственно, альтернативные источники энергии – это те, которые не наносят вред планете и имеют неограниченный запас. Альтернативную энергию также называют возобновляемой или зеленой. Вот лишь некоторые из них. Солнечная энергия преобразуется в электричество с помощью солнечных батарей. Энергия ветра крутит гигантские ветряные турбины. Геотермальная энергия. Геотермальные станции работают в геологически активных зонах, например, на кипящей воде гейзеров. Биомассовая энергия. В результате естественного процесса гниения люди научились получать биодизель или биогаз. Энергия воды – это новая возможность использовать океанские приливы, течения и прибрежные волны. С определенными оговорками к альтернативной гидроэнергетике можно отнести и традиционные речные ГЭС. Никаких вредных выбросов в атмосферу они не дают. В более широком смысле альтернативной энергией считают все, что не относится к ископаемому топливу. Иногда в этот список включают и атомную энергетику. Во всем мире доля возобновляемой энергии стремительно растет. Для сравнения, всего 3 года назад мировое потребление нефти, угля и природного газа составляло более 80%. В 2016-м, с учетом ядерной энергетики, гидроэлектростанций и зеленой энергии, соотношение с традиционным топливом уже 50/50. Есть ли альтернативная энергетика в странах Балтии? Эстония производит электричество сверх своих потребностей, излишки продает соседям. Но практически все электричество вырабатывается на Нарвской теплоэлектростанции, где используют горючий сланец. Зеленая энергия составляет в Эстонии не больше 5%. В Латвии своя энергетика с нуждами страны не справляется. Примерно 1000 гигаватт-час, 13% от необходимого объема электричества, страна импортирует. Еще половина производится на местных теплостанциях. Остальной остаток, 34%, вырабатывается на гидроэлектростанциях и 2% ветряные турбины. Таким образом, зеленая энергия занимает существенную долю в экономике Латвии. Литва дальше всех продвинулась в новых технологиях. Из того электричества, которое Литва производит сама, теплоэлектростанции дают только треть энергии, а почти 70% это возобновляемые ресурсы – ветряная, био- и гидроэнергия. И это один из лучших показателей в мире. Литовский опыт сегодня внимательно изучают соседи. Но собственного электричества у страны крайне мало. В 2016-м Литва произвела 4000 гигаватт-час электроэнергии и вдвое больше закупила. Суммарно, исходя из общего объема потребления электроэнергии, на долю импорта приходится 67%. Литовские теплоэлектростанции дают еще 11% электричества, а зеленое электричество совокупно 21%. Для сравнения, в соседней Финляндии доля возобновляемой энергии от общего показателя потребления 45%, а Германия вырабатывает 7% своего электричества от солнца, что в сумме больше, чем вся электроэнергия, производимая Балтийскими республиками. При этом количество солнечных дней в этих странах примерно равно.